Вы не знаете, есть ли у вас договор на поставку газа или нет? Я не знаю. На все вопросы, которые задают работники из «Газпрома», хозяйка дома отвечает: не знаем, не слышали. Главу семейства дома не застали, и на предложение зайти и зафиксировать данные по газовому оборудованию последовал отказ. По данным газовиков, ресурс подвели к дому незаконно и к тому же с нарушениями. Там сейчас 25-я труба, то есть это где-то в 200 тысяч будет штраф. Если по расчету по котлу, то там порядка 60 тысяч штраф. Но они не хотят, чтобы мы дома инвентаризацию проводили. Да. Сейчас совместно с полицией сделаем обследование. Если они уже откажут, то уже просто будет у нас третье лицо, кто в акте распишется на самовольное подключение. После того, как подъехала полиция, буквально через 5 минут появился и хозяин дома, но себя снимать не разрешил. После нескольких минут споров с проверяющими было решено отрезать газовую трубу и заварить место стыка. Самовольное подключение к газовым сетям давно известна и большая проблема для регионального «Газпрома». Компания несет существенные потери, и речь идет не только о хищении газа, но и про недостачу в бюджет. За 2021 год на территории Республики Ингушетия было выявлено 1078 самовольных подключений, которые постоянно проверяются, производится отключение и привлекается к ответственности. С начала 2021 года уже более 600 потребители были привлечены к административной ответственности. В случае выявления самовольного повторного подключения уже потребителю будет грозить уголовная ответственность, помимо возмещения ущерба в судебном порядке. Следующий дом в списке также зафиксирован контролерами как незаконно подключенный к газовым сетям. Но и здесь, и по остальным адресам проверяющих ждал один ответ. Из взрослых так никто и не появился. Далее представители «Газпрома» посетили один из многоквартирных домов в Магасе. Неделю назад здесь ограничили подачу газа в связи с тем, что у жителей не было договоров с газовой службой. Но спустя время жители отремонтировали трубу при помощи куска резины и 2 хомутов. Нарушения вновь фиксируют и устранят. А газовики просят жителей впредь подготовить все документы. Абсолютно все квартиры, куда поступает газ, должны быть оформлены договора на техническое обслуживание и поставку газа. То есть, если нет договора на техническое обслуживание, то может произойти авария, утечка газа, либо угорание, которое происходит каждую неделю в Республике Ингушетия. То есть наша основная задача – это безопасная поставка газа. Бесплатное пользование коммунальным ресурсом, подключение кустарным способом и другие нарушения могут привести к нежелательным последствиям. Не стоит выбирать между выгодой и собственной безопасностью. В любом случае придется отвечать по закону. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.